эфир. Казань ждет еще немало интересных событий культурного толка. Не успеет отгреметь Шаляпинский фестиваль с россыпью приглашенных звезд, как в столице ожидается еще один творческий десант. На этот раз с популярными драматическими актерами. О гастролях февраля Дмитрий Пивоваров. Первые гастроли недавно созданного Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова начнутся в Казани с 24 февраля. Для привлечения внимания набор ассоциаций и имен, которые могут выстрелить без промаха. Это русская классика, новая русская драма и детский мюзикл. У меня большая сцена 780 мест и малая сцена 200 мест. Как раз малую сцену я отдал под эксперименты, то есть современная драматургия. Из последних произведений мы начали, допустим, наш нынешний сезон в сентябре месяце с премьеры по рассказам Михаила Николаевича Задорнова. Вы быстрее, быстрее! А ведь говорил, что догоню, догоняй! Комедия Александра Островского нашла коса на камень в режиссерском дебюте Безрукова, бенефисной для актера Московского художественного театра Дмитрия Дюжева. Бурлескная ситуация, почти что скетчевый формат и обильно декорированная история о человеческих чувствах и толстых кошельках сделали свое дело. На спектакле с участием Дюжева и Карины Андаленко всегда аншлаг. Там потыкайте, вот это не сразу лопатой гасите, потыкайте, что сказал, ребята, второй пришлось отменять, ничего. Целый россыпь популярных актеров, которых смело можно назвать лицом нового поколения, будь то Валерия Ланская, Галина Бакашевская, Карина Андаленко, Антон Хабаров, Сергей Степин или Александр Соколовский, встретятся под чутким руководством весьма востребованного актера и режиссера Сергея Пускипалиса, которого чуть было не посватали ставить в одном из театров Казани, однако это оказалось блефом. Притча «Первое и второе пришествие» — это возможность оценить почерк актера и режиссера в парадоксальных ситуациях и психологических диалогах. А вот еще одна история, прекрасная далеко, Дмитрия Привалова, об ангелах, которые живут на небесах по земным законам. Излюбленный материал творческих лабораторий и экспериментов. Кстати, впервые эта пьеса была представлена летом прошлого года в Казани. Здесь и Антон Богданов из комедии «Джентльмен удачи», и еще немало узнаваемых персон. После мюзикла об отважных поросятах вспомним еще раз о том, что классика не имеет возрастного ценза, и чем дальше она от нас от момента написания той или иной пьесы, тем острее звучит в наши дни. Кстати, помимо известных текстов, из уст Дмитрия Дюжева здесь прозвучит несколько реплик по-татарски. Как вспомнил сам актер, выросший в Астрахани, он знаком с этим языком, ведь в детстве окна его дома выходили на мечеть, и звуки восточной молитвы еще не забыты. Дмитрий Пивоваров, телеканал «Эфир».